В эфире телеканала программа «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. В Якутске стартовал 4-й Северный форум по устойчивому развитию. В программу включены более 40 мероприятий. Власти Якутии рассчитывают получить одобрение проекта Ленского моста в 2023 году. В перинатальном центре Якутска 6 детей родились в День матери. Сегодня поздравили мам и вручили им подарки. Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии» стартовал в республике. Учащиеся школ города Ленска приняли участие в соревнованиях по разборке, сборке автомата Калашникова. В Якутске стартовал 4-й Северный форум по устойчивому развитию. Панельная площадка собрала участников из 10 стран, всего порядка 700 человек. О том, какие решения приняты на полях форума, расскажет Петр Васильев. Главной темой экспертной площадки в этом году стала разработка новых предложений по развитию энергообеспечения в Арктике. В программу включили более 40 мероприятий в формате стратегических и форсайт-сессий, экспертных дискуссий, круглых столов. Форум проводится в рамках председательства Российской Федерации в Арктическом совете и нацелен на то, чтобы укреплять экономическую мощь страны за счет ресурсов арктических регионов. Сегодня, как никогда, межрегиональное сотрудничество в Арктике становится важным, нужным, в том числе в целом для нашей страны. Вот сегодня 3 региона, которые здесь сегодня собрались, мы реально наш валовый региональный продукт порядка 11 триллионов рублей в год. Мы все 3 региона входим в первую 5 регионов страны по добыче полезных ископаемых. И, безусловно, от нашей слаженной работы зависит в целом экономическое могущество нашей страны. В рамках пленарного заседания подписали соглашение о создании Российско-Азиатского консорциума арктических исследований. Это объединение научно-образовательных, исследовательских, профессионально-образовательных учреждений России и стран Азии. Сегодня в его состав вошли 13 учебных заведений, в том числе и Северо-Восточный федеральный университет. На наш взгляд, чем он будет в основном, так сказать, полезен всем участникам, тем, что мы намерены в рамках этого консорциума создавать действующее партнерство по конкретным проектам и сопровождать эти проекты со всех необходимых направлений. Это и правовое сопровождение, и создание совместной исследовательской повестки, и экономическое направление, это логистика. То есть вот так, чтобы эти проекты были не просто задекларированы, а чтобы они действительно работали, и чтобы они приносили пользу всем участникам. Помимо энергетического комплекса, в центре внимания форума также вопросы добычи ресурсов в арктической зоне страны, развития альтернативных видов энергетики, вопросы социально-экономического развития страны, молодежные проекты и предпринимательства в Арктике. Своим опытом в Якутск приехали поделиться и губернаторы других арктических регионов страны. У каждого из регионов, присутствующих здесь, на этой встрече, своя уникальная компетенция, причем она развита и является уникальной не только по виду деятельности, но и по объему возможностей, которые вносит тот или иной регион в данном случае в энергетическую безопасность нашей страны, экономическую устойчивость, развитие сегодняшнего, вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня. Уже сегодня можно заявить о том, что форум стал отправной точкой новых совместных проектов и инициатив, в центре которых будет благополучие людей, проживающих в Арктике. Петр Васильев, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Генеральный директор фонда президентских грантов Илья Чукалин отметил Якутию как одну из лучших субъектов страны по господдержке социально ориентированных некоммерческих организаций. В минувшие дни представители органов власти региона приняли участие в общероссийской конференции «Грантовая поддержка НКО» в 2023 году, в ходе которой специалисты из 76 регионов страны обменялись опытом с коллегами и разобрали сложные кейсы при организации конкурсов. Параллельно в Сколково прошла образовательная программа для лидеров лучших социальных проектов, поддержанных фондом президентских грантов. Отмечается, что Якутия является лидером по активности участия в конкурсах фонда на Дальнем Востоке. Власти республики рассчитывают в первом-втором кварталах следующего года получить заключение глав госэкспертизы России на проект строительства моста через реку Лену. Об этом сообщил глава региона Айсан Николаев.
Он отметил, что проект находится в активной работе. Строительство моста включено в 5-летний план дорожной деятельности Российской Федерации с федеральным финансированием в 16 миллиардов рублей. Также одобрено предоставление инфраструктурного бюджетного кредита на реализацию проекта в 2024 году. Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в 3 раза – до 6 миллионов тонн в год. Открытие ледовых переправ через реку Вилюй планируется 1 декабря. Также с 1 декабря намерены открыть движение по автозимнику Хандыга-Мегина-Алдан через реку Алдан, а по переправе Хандыга-Мегина-Алдан с 5 января. Исходя из погодных условий и фактического состояния ледовых переправ, сроки могут быть скорректированы. Парашютные системы и одежду закупили для работы в предстоящий лесопожарный сезон в республике. Авиационная охрана лесов от пожаров заранее занимается вопросами оснащения своих сотрудников. По нормативу средства индивидуальной защиты выдают сотрудникам раз в год. Их приобретают на каждого сотрудника парашютной десантно-пожарной службы в республике. Всего на 555 человек, включая сезонных работников. В этом году уже прибыли 46 закупленных парашютных систем. Всего в Якутии 123 парашютиста. Весной планируется обучение еще 2 групп. Горожане почувствовали запах газа в воздухе. Информация об этом распространилась в социальных сетях. Начальник пресс-службы компании «Сахатранснефтегаз» Василий Амбросьев сообщил нашему телеканалу, что на производственном объекте линейно-производственного управления магистральных газопроводов ГРС-2 производились работы по заполнению емкостей одорантом. Вещество применяется для придания запаха природному газу. При подобных работах возможно кратковременное появление запаха газа. Это производственный процесс. На самом ГРС-2 все работает в штатном режиме. В скором времени запах газа исчезнет. Просим отнестись с пониманием. В рамках федеральной программы «Содействие занятости» граждане Якутска получили дипломы об окончании обучения. Данная программа дополнительного образования для отдельных категорий граждан рассчитана до 2024 года. Как проходило вручение дипломов, узнал Алексей Степанов. Для приобретения и развития имеющегося опыта, а также для получения практических навыков Динара подала документы на дополнительное образование и не прогадала. Обучение дало мне многое понять о медицине, чем занимается младшая медсестра и как ухаживать за больными. Как говорят дипломированные специалисты, они узнали много нового именно по части медицинской отрасли. И теперь уже с богатым багажом опыта сделали шаг вперед к своей мечте. Мы узнали очень много нового, очень хорошие были лекции и очень хорошие преподаватели. Нам дало очень много по специальности, то, что требовалось. Целью данного федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта демографии является содействие занятости отдельных категорий граждан путем трудоустройства после дополнительного профессионального образования. Так как обучение является для слушателей бесплатным, одно из обязательств у слушателей – это трудоустройство. Одно из видов трудоустройства – это либо подтверждение, оформление в качестве самозанятого, оформление ИП, либо трудоустройство куда-то, работа по найму. Или если этот человек был под риском увольнения или сокращения, то справка с места работы о том, что он сохранил свою занятость. К слову, реализация проекта продолжается. В рамках проекта по линии Агентства развития навыков и профессий «Билет в будущее» вручили сертификаты об окончании обучения школьникам. По федеральной программе, то есть «Билет в будущее», интерес был большой у школьников к данному мастер-классу. Плюс мы еще популяризировали нашу профессию как фармацевта, то есть они ознакомились с основными азами, технологиями изготовления мягких лекарственных форм, а именно бальзам для губ, то есть очень хорошие были отзывы, то есть детям всем понравилось. Благодаря бесплатному обучению те, кто нуждаются в работе, смогут освоить востребованные профессии на рынке труда. Надежда Саханская, Алексей Степанов, Илья Сыромятников, Якутск.
В республике продолжаются меры социальной поддержки семьям мобилизованных граждан. По состоянию на сегодня единовременная материальная выплата в размере 200 тысяч рублей завершается. Об этом сообщила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина. Обращение граждан по телефону горячей линии 122 за прошедшую неделю сократилось. Каждое обращение рассматривается индивидуально, подчеркнула заместитель председателя. На сегодня у нас практически завершена работа по назначению единовременной материальной выплаты в 200 тысяч рублей по заявлениям членов военнослужащих. Остается небольшое количество заявлений, в основном по сбору сведений и назначению выплаты самим военнослужащим, в отношении которых поступили заявления от нескольких членов семьи или близких родственников. К Всероссийскому дню матери команда «Молодежка ОНФ» организовала мастер-класс по выпечке пиццы для многодетных мам и жен мобилизованных военнослужащих. На мероприятии побывали наших коллеги. Идею провести мастер-класс по изготовлению пиццы с радостью поддержал Якутский технологический техникум сервиса. Студенты выбрали для приготовления итальянскую пиццу Маргариту. Поэтапно рассказали секреты изготовления идеального дрожжевого теста и продемонстрировали приготовление томатного соуса. Я сделал для пиццы соус. Это компонент важный. Туда входят томаты и травы, орегано, тмин, розмарин, соль, сахар и загустителем идет крахмал. На мастер-класс приготовления итальянской пиццы пришла мать 24 детей и супруга мобилизованного военнослужащего со своими дочерьми. И несмотря на свой огромный опыт, она отметила, что о некоторых нюансах слышит впервые. Наша пицца не похожа на пиццу, они больше похожи у нас на большие огромные пироги квадратные. Но самое интересное, что мы увидели, что помидоры выкладываются на сыр сверху, а мы привыкли засыпать их сверху сыром. Все покрывать сыром. Удивило, честно говоря. Дочери Оксаны поделились, что раньше никогда сами не замешивали и не раскатывали тесто. Обычно ответственными за этот этап были старшие. После сегодняшнего мастер-класса вы будете уметь делать настоящую итальянскую пиццу. Да. А вот сегодня вы услышали там некоторые секретики, да, что запомнилось, что нужно, оказывается? Нужно добавлять итальянские приправы и использовать оливковое масло. Соус нужно делать из помидоров, крахмала и также добавить приправы. Участники мастер-класса отметили, что подобные мероприятия – это не просто приготовление блюд. Больше всего это общение и смена обстановки. Мы же чаще всего как-то так в своем кругу, а тут выход в люди, наверное, так можно сказать. Представители молодежного движения «Молодежка ОНФ» активно помогают пенсионерам и всем нуждающимся. Особенно много обращений поступает именно зимой. Стараемся помогать пенсионерам сейчас, тем более зима. Много пенсионеров, которые одни остаются, там снег почистить, крыши подлатать. Также многодетные семьи обращаются по поводу холода в домах. Мы также помогаем ковер элементарно, да, купить, обогреватель, там еще что-нибудь. Обратиться за помощью или предложить свою поддержку можно, написав сообщение в группу «Молодежка ОНФ» в социальной сети ВКонтакте. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. В Национальном центре медицины торжественно поздравили новоиспеченных мамочек, которые родили детей в День матери в России. Мамам вручили сертификаты и подарки. Лидия Уваровская продолжит. В честь знаменательного праздника в отделении новорожденных Национального медицинского центра поздравили мам, родивших малышей в День матери. В этом году, 27 ноября, в медцентре на свет появились 2 девочки и 4 мальчика. Малыши родились самые разные по росту и весу. Среди них и первые, и вторые дети в семье. Екатерина Мордискина из Намского ЛУСа стала 4-жды мамой. Вчера я родила единственную дочку, а так у меня 3 сына с мужем. У меня роды должны были состояться 1 декабря, но так получилось, что она решила родиться раньше. День матери. Придавая особый смысл столетию республики и году матери, в республике утвержден проект «Дети столетия», инициированный главой региона Айценом Николаевым. Сертификаты целевого капитала в размере 100 тысяч рублей и серебряные погремушки вручили 6 семьям, которые познали радость родительства в этот значимый день. В текущем году уже более 8,5 тысяч младенцев родилось именно в год матери, в год столетия. Данная мера может быть направлена на улучшение жилищных условий, на приобретение автотранспорта, на оплату медицинских услуг, также на семейный отдых, на оплату страхования жизни и здоровья ребенка. И вот таким образом мы сегодня чествовали мамочек, которые родили
деток. На сегодняшний день перинатальный центр Республиканской больницы номер 1 использует все ресурсы многопрофильной больницы. Центр является основным координатором трехуровневой системы родовспоможения республики. Мы обеспечиваем помощь разных специалистов, обследование по всем видам, скажем так, патологий. Поэтому концентрируются у нас тяжелые родильницы, дети с пороками развития, глубоко недоношенные дети тоже концентрируются в нашем перинатальном центре. Руководство страны и республики ставит поддержку материнства и детства как приоритетную задачу государственной социальной политики. Якутия является лидером по рождаемости на Дальнем Востоке, и все мероприятия в этом году были направлены на укрепление института семьи. Лилия Варовская, Джулс Иннокентьев, Якутск. Ученые, чье имя вписано золотыми буквами в отечественную науку, сегодня в Институте естественных наук Северо-Восточного федерального университета открыли барельеф с изображением видного якутского ученого Ивана Кондакова. Сын провинциального вилюйского казака достиг небывалых высот. Именно его научные изыскания легли в основу способа получения синтетического каучука. Он преподавал точные науки во многих университетах мира. Память Ивана Лаврентьевича Кондакова чтят и за рубежом. К слову, открытие барельефа в стенах университета не единственное мероприятие, посвященное памяти вилюйского ученого. У нас будет конференция, посвященная 165-летию. И, на этой конференции, кроме того, что будет выступать будет очень много интересных докладов, будут участвовать представители, московских вузов, Казанского федерального университета. И пройдет выставка, которая будет посвящена, в которой будут представлены работы Ивана Лаврентьевича, в котором, копии, естественно, работ, его, книг, которая упоминает о его имени, и мы покажем, как делается резина. Ежегодный фестиваль, посвященный зиме, стартовал сегодня и продлится до 4 декабря в столице республики. Всего запланировано более 20 мероприятий, такие как мультимедийная выставка «Путешествие. Достояние республики», вечер День Ланхо, показы якутских фильмов, различные выставки, фестиваль детских талантов, бриллиантовые нотки, открытые соревнования по фигурному катанию и онлайн-трансляция обряда благословения Чисхана, хранителя мирового холода. На разных локациях города развернут новогодние ярмарки, рынки с местными деликатесами. В рамках гастрономического фестиваля 30 ноября и 3 декабря проведут мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Кроме того, запланирована деловая программа. А 1 декабря традиционно в регионе зажжется самая первая новогодняя елка страны на площади Ленина. В рамках 9-го фестиваля «Вкус Якутии» на территории усадьбы Атласовых прошло торжественное открытие арктического центра «Строганины». Так, у всех гостей и жителей республики есть возможность попробовать северную кухню. Центр находится внутри масштабной фигуры быка холода, который является символом якутских морозов. Главной отличительной чертой является то, что вся еда готовится прямо на льду при минусовой температуре. Стоит отметить, что центр такого рода является единственным не только по всей России, но и во всем мире. В этом году мы будем удивлять особенными рецептами приготовления блюд. Например, это технология приготовления блюд на холоде. Нигде в мире такого нет, когда на льду готовятся специально такие вот уникальные блюда. И сегодня мы будем открывать арктический центр Строганины. Это первый в мире такой центр, где будем презентовать как раз приготовление блюд на холоде. В этом году участвует 8 ресторанов, которые будут принимать участие и показывать свое мастерство в конкурсе. Тонкостям строгания рыбы научили студентов Якутского технологического техникума сервиса. Там прошел мастер-класс от Константина Матананова, шеф-повара ресторана «Тыгын-Дархан». Он рассказал, из какой рыбы лучше всего получается деликатес, обучил, как правильно держать руку, чтобы получились стружки, а также поделился своим опытом. Стоит отметить, что в конкурсе студенты технологического техникума сервиса участвуют ежегодно. Участвуют такие учебные заведения, как Сунтарский техникум, Намский техникум, Жатайский техникум и Якутский технологический техникум сервиса. Значит, конкурс будет проводиться в 2 смены. В
задании у них 3 модуля. Холодная закуска из рыбы, горячее блюдо из оленины и десерт. Но это уже идет у нас как бы пропаганда, да, здорового питания, национальных блюд нашей республики. Кинокомпания «Саха-фильм» заключила соглашение с компанией «Медиателеком» на форуме «Цифровой алмаз». Республика выстроила свою кинопрокатную сеть. Основной доход якутских кинопроизводителей происходит внутри региона, но планируется расширить прокат и на онлайн-платформах. Отметим, что компания «Медиателеком» тесно сотрудничает по вопросам дистрибуции с телеканалом СТС, Стар Синема, Феникс и другими. В Ленске участники школьной газеты «Крылья» посетили районное управление образования и ознакомились с работой учреждения. Специалисты с удовольствием рассказали о деятельности каждого отдела и ответили на интересующие вопросы. Подробнее расскажут наши коллеги. 5 девочек-корреспонденток школьной газеты «Крылья» с самого утра приехали в управление образования. У них запланировано сверстать отдельный номер о работе учреждения к его 100-летнему юбилею. Наши корреспонденты на протяжении недели будут брать интервью у участников мероприятий, освещать эти мероприятия. Ну и мы планируем как подарок от нашей школы выпустить для управления образования спецвыпуск газеты школьной и рассказать, как наши корреспонденты, именно школьники, увидели юбилейные мероприятия управления образования. Карина Киринская рассказывает, что первый раз их коллектив посетил управление образования, поэтому желание у девочек было только одно – познакомиться со специалистами и записать хорошее интервью о работе системы образования. Я узнала то, что, оказывается, у нас по-другому считаются часы обучения, какие мероприятия у нас будут на этот ближайший год и то, что мы можем в них поучаствовать. Статья Карины будет посвящена именно мероприятиям. Девочка признается, это ее тема. Она постоянный их участник. Особенно спортивных. Карина серьезно занимается легкой атлетикой и волейболом. Любит и творческие конкурсы. Надежда Захарченко взяла интервью у Валентины Титовой. Она специалист, занимающийся работой дошкольных учреждений. Женщина с удовольствием рассказала юной корреспондентке о том, чем сегодня живут детские сады, а также о дополнительном образовании дошкольников. Я на самом деле сегодня узнала очень много, и для меня это было потрясением, сколько всего я не знала о детских садах в нашем городе. Скажи, о чем твоя будет статья? Моя статья будет о отделе детских садов, дошкольного образования, именно о том, как интервью с Валентиной Львовной. Всю эту неделю корреспонденты газеты «Крылья» будут посещать семинары, консультации, мастер-классы и ярмарки. По итогам девочки напишут свои статьи, а после они соединятся в новый номер, уже всем известный в районе газеты «Крылья». Светлана Балеева, Александр Ильчук, Ленск. Владимир Максимов – один из претендентов национальной премии. Состоялся первый этап отбора лауреатов национальной спортивной премии 2022 года. Победители будут названы на торжественной церемонии награждения 14 декабря. Каждый из 18 лауреатов получит премию в 1 миллион рублей. В число 3 претендентов номинации «Спортивная солидарность» вошел президент Международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов. 8-е республиканские соревнования по робототехнике «Робоквест-2022» пройдут 16 декабря в селе Ой Хангаласского района. Соревнования пройдут по 3 возрастным категориям. Отмечается, что главная цель соревнований – популяризация робототехники, обмен опытом и выявление уровня подготовки учащихся к соревнованиям по робототехнике. Напомним, в прошлом году «Робоквест» собрал 127 команд, 239 участников из 20 районов республики. Соревнования по разборке и сборке автомата Калашникова состоялись в Нерюнгри. Мероприятие приурочили к прошедшему Дню единства России. О военно-патриотическом воспитании молодежи расскажет Ирина Жданова. Мировой рекорд по разборке и сборке автомата Калашникова составляет 11 секунд. В школах начальные навыки военной подготовки ребята получают на уроках ОБЖ и в военно-патриотических клубах. Воспитанники детско-юношеского движения «Юная армия» более тщательно занимаются военной подготовкой и, соответственно, изучением оружия. Так, рекорд Данила Бусыгина по разборке и сборке автомата составляет 23 секунды. Можно считать и для армии, что подготовка сразу к ней. И еще учит жизни, дисциплине, там,
умение среагировать как-нибудь, найти уловку, как выполнить, по-хитрому что-нибудь сделать. В юноармейских соревнованиях приняли участие учащиеся школ. Всего 7 команд. Во всех этапах надо было показать свои навыки и минимальное время по разборке и сборке макета автомата Калашникова. Это соревнование – начало юноармейской спартакиады, которая будет длиться до мая 2023 года. То есть там будет и физическая подготовка, и смотр строя и песни. То есть очень большой, обширный соревновательный будет этап. После командного этапа личное первенство. И тоже на время. Но здесь задача сложнее. Надо разобрать и собрать оружие одной рукой или с закрытыми глазами. Победителя судьи определили по минимальному суммарному времени. На первом месте команда отряда «Юнармия». В личном зачете участники, показавшие хорошие результаты, тоже были награждены медалями и грамотами. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. На этом все. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.